Международная организация, международные коллеги, как говорится. Бах, салам алейкум, как дела? Уалейкум салам, худрош шукр. Как может быть настроение тогда, когда ребята проводят грандиозное событие вот, в истории Таджикистана, какой-то третий или четвертый, да, гранд-слам? Слушай, вот ты как человек, который побывал на многих, скажем так, спортивных аренах, да, ввиду своей деятельности, скажи-ка мне, пожалуйста, чем отличается уровень организации нашего Гранд-слэм от других? Ну, слушай, я был на каком мероприятии так? Я не хочу никого в первую очередь, так знаете, вот, унизить или... Ни в коем случае, просто Да, какие-то да. заметки. Ну, допустим, Гранд-слам Ташкент и Гранд-слам Душанбе. Ну, по публике земля и небо. Серьезно. Вот. Не в обиду моим братьям в Узбекистане. Я хочу, чтобы турниры в Хуму-арене были полные. Но не было людей практически на Хуму-арене. Вот. А я хочу, чтобы там было много людей. Или, допустим, давай возьмем чемпионат мира в Будапеште, в Венгрии. Чемпионат мира. Не заполнилось. Не заполнилось, да? Не, ну, допустим, вот тут 12-тысячная арена, как Хуму-арена, ну, заполнилось там 2-3 тысячи человек по бокам и все. Я думаю, если у нас будет такая арена, да? Я вам заполнится. еще раз заявляю, что в Таджикистане, вообще таджикский народ уже в мире, так скажем, заявил о себе, именно фан-база наша заявила на весь мир, причем и в ММА, и дзюдо, что мы умеем болеть. Ну, кстати, да. Это мы любим, это мы обожаем за своих спортсменов топить. Слушай, вот из 3 дней, какая схватка, чья схватка тебе больше всего запомнилась? Слушай, мне кажется, каждая золотая медаль, она ценой золота, потому что ребята реально пахали. Эмомали Нурали, он уже, можно сказать, доминант в своем весе, он доминирует, он уверенно выигрывает. Но хочу подчеркнуть Мухиддина Асадулоева, потому что вчера он просто после первой или второй схватки он уже был, никакой уже энергии у него не осталось. Он на морально-волевых победил этот гранд-слам. Мне кажется, эту медаль он будет запоминать на всю свою жизнь. Ну, это однозначно, особенно когда на морально-волевых, когда чисто за народ топишь, за страну, как говорится.